Многогранная культура и почти все виды спорта в одном флаконе. В этом году фестиваль культуры и спорта народов Юга России пройдет в Грозном. В нем примут участие команды из всех регионов ЮФО и СКФО. Ингушетию будет представлять спортивная делегация из 50 человек. Федерации отобрали своих лучших представителей и выдвинули на соревнования. Сборная команда республики будет участвовать в 10 спортивных дисциплинах: легкой атлетике, перетягивании каната, армрестлинге, борьбе на поясах, переносе и поднятии тяжестей, силовом двоеборье, стрельбе из лука, мини-футболе и даже шахматах. В прошлом году фестиваль культуры и спорта народов Юга России проходил в Крыму. На тех соревнованиях мы показали неплохой результат, хотя заняли только 4-е место. Но и тем не менее спортсмены показали неплохой результат. В этом году, в отличие от прошлого года, на фестивале добавились 3 команды, такие, помимо традиционных команд, которые принимают ежегодно, это ЮФО и СКФО, плюс еще у нас 3 команды заявились, это Абхазия, ЛНР и ДНР. В этом году ингушская сборная настроена только на 1-е место. Усиленные тренировки продолжаются. Республика готова удивлять и своим культурным потенциалом. В ДК Назрани репетиции не прекращаются. Вокалисты, артисты театра, ансамбль покажут гостям древний обряд сватовства. Без свойственного в те годы юмора, а порой и иронии тоже не обойдется. Я пришла с нашими девочками, которые сватают. То есть это какая-то игра, процесс сватовства идет. И я пришла с женщиной тамадой, ее подруга, поддерживаю. И мы, конечно же, как бы прикалываемся над нашими, конечно же, юношами. На фестивале состоится выставка подворья, где жители и гости смогут познакомиться с традициями народов Юга России, по достоинству оценить национальную кухню и мотивы. Также на гала-концерте выступит и государственный ансамбль «Ингушетия». Как и в прошлый раз, фестиваль пройдет в рамках Года культурного наследия народов России. Будут выставлены национальная кухня, выставка, ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, ремесленников Ингушетии. Каждая республика представляет свои традиции, обычаи. И наша задача на этом фестивале показать свою идентичность, свою самобытную, неповторимую культуру. Во второй раз в рамках фестиваля состоится и Всероссийский форум национальных коллективов «Многонациональная Россия», где будут обсуждаться насущные вопросы, которые сегодня волнуют деятелей культуры и искусства, и, соответственно, будут приняты по итогам этого форума резолюции. Фестиваль культуры и спорта народов Юга России пройдет с 23 по 26 сентября. Каждый год мероприятие поражает своим размахом. Организаторы и сейчас не намерены снижать планку. Гордость нации. Начало Кавказским играм было положено в Ингушетии 13 лет назад. Тогда тяжелоатлет, первый олимпийский чемпион среди ингушей Исраил Арсамаков проделал огромную работу и провел в республике первый фестиваль «Ингушские игры». Позже он получил статус межрегионального «Кавказские игры». После стал фестивалем культуры и спорта народов Кавказа, а теперь и народов Юга России. Единение наций и традиций – вот главная его задача. Зелимхан Калуев, Магомед Даскиев, Новости 24.